ходе исторического пути после распада Волжской Болгарии в 1236 году чуваши надолго потеряли свою письменность. К примеру, чувашские слова арабской вязью запечатлены на надгробных плитах X-XIII веков Волжской Болгарии. В составе Золотой Орды чуваши были в состоянии порабощенного народа. В Казанском ханстве грамотные чуваши, которые исповедовали свою отличную от элиты мусульманского государства религию, тоже были не нужны. После вхождения в состав российского государства в 1452 году чуваши не процветали, но и крепостного угнетения со стороны дворянства не испытали. Они стали удельными крестьянами, то есть напрямую подчинялись царской семье. Отдельные представители чуваш перебирались в Москву, на службе государства продвигались по карьерной лестнице, добивались высокого положения и ответственных должностей. Исследователи отмечают несколько знаменитых дворянских родов с чувашскими корнями, как Державины, Суворовы, Тургеневы и так далее. Но самодержавие не очень стремилось образовывать инородцев, в том числе чувашский этнос в целом. Как известно, не имея возможности запечатлеть всю народную мудрость на каком-либо носителе, бересте, камне, бумаге, цифровом накопителе, она имеет свойство со временем теряться. Так, более чем за 600 лет, с 1236 по 1871 год, чувашский народ растерял огромный пласт культурного и образовательного составляющего. Хоть древняя чувашская письменность на базе рунической графики частично сохранялась вплоть до XIX века, основное богатство чувашей сохранилось в устном народном творчестве. Это мифы о сотворении мира, его развитии, сказки, легенды и предания. В настоящее время элементы рунического алфавита используются в чувашских орнаментах и вышивке, а также в культовых церемониях приверженцами древних чувашских верований. Еще в XVIII-XIX веках разными исследователями делались попытки написать чувашскую речь с использованием русского алфавита без добавления специальных букв для звуков, характерных для чувашской речи. Неизвестный автор в 1769 году разработал алфавит из 35 букв для чувашского письма. Способные стихотворцы на его основе сочинили стихи на чувашском языке и даже преподнесли его на бумаге императрице Екатерине II. Было понятно, что чувашскому этносу нужен свой отличный алфавит. Некоторые пытались это разработать. Предлагались и кириллица, и латиница. Грамотный человек легко может читать текст в обоих случаях. Нужны всего лишь навыки выработать. Споры о том, что лучше для чувашей подходит первый или второй, возникали в XIX веке и в 20-е и 90-е годы XX века. Надо понимать суть вопроса. Находясь в одном государственном пространстве, народы ее населяющие должны использовать единый алфавит. В нашем случае – кириллицу. Например, почему рассорились строители легендарной Вавилонской башни? Да просто, они перестали понимать друг друга, потому что начали говорить на разных языках. В 1867 году Николай Иванович Золотницкий выпустил букварь «Чуваш-книги», «Чувашская книга» и календарь «Чулдалы-книги», книга года с 32 буквами. Впервые появилась буква «Ü», которая с тех пор закрепилась в чувашском алфавите до сегодняшнего дня. Иван Яковлевич Яковлев предложил усовершенствовать алфавит Николая Ивановича Золотницкого путем введения особых знаков для обозначения специфических звуков чувашского языка. 26 марта 1870 года в Российской империи были утверждены правила об образовании народцев, населяющих Россию, которые обязывали обучать детей национальных меньшинств в начальной школе на их родном языке.
и для этого намечались определенные меры: подготовка учителей из среды самих же инородцев, составление школьных учебников и так далее. В 1871 году студент Казанского университета Иван Яковлевич Яковлев со своими единомышленниками Василием Алексеевичем Белилиным и Сергеем Николаевичем Тимрясовым составляет свой вариант чувашского алфавита. Это был большой научный подвиг студента Ивана Яковлевича Яковлева. Чувашский язык стал средством просвещения народа, развития национальной культуры. Алфавит состоял из 47 букв. В 1872 году Иван Яковлевич Яковлев на свои собственные деньги издает букварь «Чуваш Адизине Широва Времеллей книги». Книга для обучения грамоте чувашских детей. Но ввиду громоздкости и технического несовершенства знаков для практического пользования алфавит оказался неудобным. Сразу после выхода букваря Иван Яковлевич Яковлев переделал его, сократив количество букв до 27. При этом буквы, обозначающие звонкие согласные звуки, были исключены из алфавита. На этом алфавите в 1872 году был издан пробный букварь «Ширваврень методен малой книге», книга для обучения грамоте, и Чонтень книги «Начальное учение православной христианской веры». После выхода этих книг Иван Яковлевич Яковлев снова пересмотрел алфавит и внес незначительные изменения. Знаки твердый знак, мягкий знак заменил буквами «О», «Э», латинский знак «Й», русской буквой краткой «И», буквы «О», «Ф» исключил. Написание новозаимствованных или заимствующих слов подчинил русской орфографии. В 1872 году Министерство народного просвещения ввел алфавит и букварь Ивана Яковлевича Яковлева в чувашские школы. И с этого времени он стал обязательным учебником, вытеснив чуваш книги, чулдала книги Николая Ивановича Золотницкого. В отчете попечителя Казанского учебного округа за 1872 год было подчеркнуто: в чувашских школах введен составленный Яковлевым букварь, который приносит большую пользу ученикам-чувашам на первых годах обучения. На основе новой версии алфавита в 1873 году был издан новый букварь, букварь для чуваш с присоединением русской азбуки, который состоит из двух чувашского и русского отделов и предуведомления, где изложены основные правила чувашского письма и представлен новый вариант алфавита. Букварь для чуваш выдержал при жизни Ивана Яковлевича Яковлева 33 издания в различных вариантах. Появление алфавита в 1871 году принято считать началом новой чувашской письменности. Прогрессивная часть населения чувашей приветствовала появление букварей. Он явился очень необходимым и давно ожидаемым инструментом для развития всей духовной и интеллектуальной жизни чувашей. С 1873 по 1917 год на данном алфавите были изданы около 700 названий книг, в том числе Псалтырь, Новый Завет Библии, календари, а также учебная, научная, агрономическая, ветеринарная, медицинская, пчеловодческая и другая литература. Начала издаваться первая чувашская газета «Хыбар». Стали появляться первые книги 17-томника словаря чувашского языка Николая Ивановича Ашмарина. Способные и талантливые молодые люди пробовали свои силы в области прозы и поэзии на родном чувашском языке. Бурный рост получили культура и искусство. Просвещенные страны, привыкшие считать чувашский народ бедным и примитивным, узнали еще об одной из древнейших языков и богатой культуре мира. Современная версия чувашского алфавита в честь Ивана Яковлевича Яковлева называется
Яковлевской. Алфавит выглядит так.